Мы продолжаем следить за миром ледовых баталий республики. Вы смотрите «Хоккей-24 Башкортостан». Меня зовут Ирина Макаренко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» подвело итоги сезона и наметило планы на следующий. Все прекрасно понимаем, что нужно делать. На вопросы болельщиков ответил Ефим Буркин. Планы, конечно, самые большие. Кубок. Антон Слепушев записал сезон в актив. Где-то не повезло, в общем, нормально. Нефтекамцы в шаге от Братины. В хоккейном клубе «Салават Юлаев» состоялась пресс-конференция с участием руководства клуба, на которой были подведены итоги неоднозначного, но в целом успешного сезона. О том, какие именно задачи поставлены перед командой и о путях их достижения, расскажет мой коллега Азат Самирханов. Во вторник состоялось заседание правления клуба. На нем был заслушан отчет Владимира Юрзинова о сезоне в целом и его работе в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Проведенный анализ менеджмент клуба удовлетворил, и по итогам полуторачасовой беседы приставку «ИО» у Юрзинова убрали. В перспективе все прекрасно понимаем, что нужно делать. И главный тренер в первую очередь. Лично у меня я хорошее осталось впечатление от вчерашнего управления. И такой хороший состоялся разговор. Других кандидатур, подчеркнул президент клуба, правление не рассматривало. Зато новый главный тренер начал комплектовать собственный штаб. Во-первых, на 2 года продлен контракт с Василием Чижовым. Тренером вратарей стал Вадим Тарасов. А физической подготовкой спортсменов будет заниматься призер Олимпиады в Турине Алексей Селиверстов. Есть Василий Чижов, с которым мы работали. Я думаю, что вольется нормально и Вадим Тарасов, я думаю, что вольется и тренер по физической подготовке. Я думаю, что мы вчетвером эти позиции закроем. Я думаю, что нам будет достаточно такого тренерского штаба. Задача на сезон, как и прежде, завоевать главный трофей – Кубок Гагарина. Но не любой ценой, подчеркнули на специальной пресс-конференции. Финансирование клуба остается стабильным, но громких трансферов и плеяды звезд, едва умещающихся под потолок зарплат, ждать не стоит. Ведь команда и так приличная в плане имен. Тот же Зиновьев, чем не звезда, спрашивал у журналистов Олег Гросс. Генеральный менеджер сообщил, что ведутся переговоры и о продлении контракта с Александром Свитовым. Останется — хорошо. Не останется — плакать не буду, поймите правильно. Но ничего такого не произойдет смертельного. Да, хочу, все команды хотят, все зрители, болельщики хотят, чтобы Свитов остался. Но как я его могу заставить? Но если не хочет. Хочет остаться, значит останется. Не стоит ждать болельщикам и нового стадиона. Строить 15-тысячник экономически невыгодно, замечают руководители клуба. Между тем, есть резервы для увеличения вместимости Уфа-арены. Поставим сейчас 36 мест, всех пригласим, все инспектирующие организации. Если будет положительная оценка, мы будем дальше смотреть, куда что делать. То есть не так, а пришли, сделали. Потихонечку, я думаю, максимально будем увеличивать, сколько сможем. Наряду с подведением итогов чемпионата были намечены и планы на межсезонье. «Салават Юлаев» продолжает тренировки до конца апреля. В середине июля возобновляет подготовку в Уфе. Затем сборы в Финляндии, предсезонный турнир в Праге и Кубок Республики Башкортостан. Традиционно перед началом сезона в КХЛ состоится встреча с болельщиками. А во время олимпийской паузы планируется провести масштабный праздник – День хоккея. Итоги сезона подвели для себя и сами игроки. 18-летний нападающий «Салават» Антон Слепушев признался, что, несмотря на некоторые трудности, все же занесет прошедший сезон в свой актив. Подробности узнаем у него лично. Здравствуйте, я Антон Слепушев, игрок команды «Салават Юлаев». Спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне, в плей-офф. Мы рады вас видеть на наших трибунах. Смотрите «Хоккей-24 Башкортостан». Антон, здравствуй. Скажи, как можешь подвести итоги сезона для себя лично и для команды? Для себя, скажу, сезон в актив занесу, потому что о плей-офф, допустим, я мечтать не мог у себя в Новокузнецке. Достаточно не бились. А здесь для меня это опыт, почувствовал, что такое плей-офф. И для себя в актив мне все хорошо. А в плане команды, да, неплохо, но все довольны, бились, но как таковой прошли первый раунд и 7-й матч с Акбарсом, где преимущество было у нас довольно-таки, но где-то не повезло, в общем, нормально. Что можешь сказать об обновленном тренерском штабе? Мне тяжело что-либо сказать о тренерском штабе, потому что я пришел уже в команду, и этот штаб был. Тренера, как мне
лично нравится, как они строят игру, вообще в общем команде, как относятся к игрокам, с пониманием, со всем, здоровой конкуренции, все как бы отлично, поэтому я думаю, как мы провели остаток чемпионата и неплохо плей-офф, эта игра должна сохраниться. Уже есть планы на лето? Определился, как проведешь отпуск? Ну, наверное, конечно, друзья, отдых, не знаю, Египет, там еще куда-нибудь, как обычно все. Что ждешь от финала Кубка Гагарина? За какую команду будешь болеть? Ну и почему, разумеется? Не знаю, болеть могу за любую, у меня и там играют как бы друзья, и что Динамо, что Трактор. Трактор особо команда как-то тяжело с ней играть, особо не люблю, а не хочу, чтобы одна команда выигрывала 2 раза подряд кубок, поэтому, наверное, оставлю Трактор. Если бы не хоккей, то что? Чем бы занимался? Футбол. Почему? Потому что только дома была площадка футбольная, хоть в Пензе футбол не развит, достаточно плохо, поэтому начал бы с футбола. Антон, были ли в Уфе какие-то курьезные случаи? Часто бывают забавные ситуации с ДПС. Курьезов у меня пока никаких не было, сам пока без номеров езжу по Уфе. Но курьезов пока никаких еще не было. Потому что оформить машину здесь не получилось из-за прописки. И сейчас без номеров надо будет ехать в Пензу. Не знаю, как это будет весело, я думаю. А так, каких-то курьезов, все устраивает, все нравится. Хороший город. Любит хоккей, поэтому... Ну и хотелось бы, чтобы ты поделился своими ожиданиями, надеждами на следующий сезон. От себя жду хорошей игры. Играть в основе, Салават Юлаева. От команды жду только побед, радости. И плей-оффа жду уже. Должны там сделать то, что в этом году не получилось. Антон, спасибо за интересную беседу, удачи и побед. Спасибо. Как известно, болельщик шестой полевой игрок. На ваши вопросы ответил защитник Салавата Юлаева, воспитанник уфимского хоккея Ефим Гуркин. Ефим, здравствуй, спасибо за хороший сезон. Хотелось бы, конечно, чтобы ты сказал пару слов своим болельщикам. Всем привет, меня зовут Ефим Гуркин. Хочу сказать спасибо огромным болельщикам, потому что болели за нас весь сезон, поддерживали. Мы будем стараться и в следующем году. Будем надеяться, что также будет приходить на наши матчи, будет забивать полные трибуны. Мы будем все это делать для вас. Твои болельщики не просто хотели от тебя что-то услышать, но и через нашу программу передали тебе несколько вопросов. Хотелось бы, чтобы ты на них ответил. Кроме хоккея, чем-нибудь увлекаешься? Тимур Култубаев. Времени на другое ничего нету. Стараюсь только отдыхать после тренировок. Ну и только хоккей. Больше ничего. Так. Александр Ломоносов. За кого будете болеть в финале? Буду болеть за Трактор. Они заслуженно вышли в финал. Там много друзей играет. Будем за Трактор болеть. Рамиль Лиманов. Как в нашем клубе? Как вам в нашем клубе? Нравятся ли партнеры по звену? Удобно ли с ними играть? В клубе все прекрасно, партнеры вообще замечательные. Конечно, нравится. Хотелось бы еще дальше тут играть. Сергей Чудов. Какую книгу прочли последнюю? Последнюю прочел интервью с Богом. Лена Ганединова. Чего вам не хватило в этом сезоне? В чем заключаются ваши ошибки? В следующем году кубок будет наш. Ведь правда? Не хватило, наверное, немножко опыта. Ошибки были, но незначительно, считаю, то, что сезон хорошо провел. В следующем году, конечно, будет наш. Куда без этого. Айнар Хайруллин. Спасибо всем игрокам за сезон. Хотелось бы узнать, какие планы на следующий сезон именно у команды. Планы, конечно, самые большие. Кубок. Ну и, естественно, выиграть каждый матч, бороться. Выкладываться на льду по полной. Мара Анриглина. Куда собираетесь отправляться отдыхать и собираетесь ли своих детей отдавать в хоккей? Собираюсь я с девушкой, с друзьями в Египет. Насчет детей пока рановато, но, конечно, хотелось бы отдать и в хоккей. Почему, по-вашему, на игры ЦСКА не ходят болельщики? Неужели дело в инфраструктуре? Ну, в Москве люди немножко зажрались хоккеем. Там много клубов, в основном футбол больше их интересует. Ну, даже не знаю. Я думаю, будут московские команды выиграть, будут туда ходить. Василий Александров. Каково это играть несколько сезонов в одном клубе и перейти в другой? Все-таки уже все друзья. Ну, это нормальная рабочая обстановка в хоккее. Как бы в этом страшного ничего нету. Сезон ты провел здесь, а то там.
Как бы нужно выходить и биться за ту команду, за которую ты играешь, и все будет хорошо. Артур Николаев. Вы помните свой первый гол в КХЛ? Расскажите о нем. Помню, в том сезоне забил Витязю. В первой своей смене, конечно, были эмоции вообще зашкаливали. Было вообще все круто. Ниязяк Сухангулов. Почему вы проиграли Акбас, хотя вы вели 2-0 в серии? Что стало переломным моментом? Может быть, где-то не повезло. Может, после 2-0 где-то немножко расслабились. Хотя ничем упрекнуть ребят нельзя. Все били, все старались. Просто удача была на стороне Акбарса. Ильдар Ялалидидов. Хотели бы вы, чтобы вернулся Быков? И правда ли, что может случиться переход Малкина в Сию? Насчет Быкова могу сказать, я с ним не работал, не знаю. Мне без разницы, какой будет тренер, главное выполнять его установки и играть в хоккей. Насчет Малкина, мне кажется, это слухи. Эльвир Юнуров, как вам башкирская кухня? Ну, если честно, башкирскую кухню не очень люблю, хоть и местный. Но все равно бывает, что-то ем. Дмитрий Буркин, как вы оцените свою игру в этом сезоне? Хотелось бы лучше, конечно, но в принципе доволен сезоном, доволен игрой. Все. Ефим, спасибо и удачи в следующем сезоне. А вот Нефтекамский Тарос снова близок к чемпионскому званию. На неделе команда Руслана Сулейманова оформила выход в финал Кубка Братины. Для этого ледяным глыбам потребовалось всего 4 матча. Клуб «Буран» из Воронежа ничего не смог противопоставить действующему чемпиону. Сначала Тарос одержал 2 победы дома, а потом дважды выиграл в гостях. На этом все в прошедшей хоккейной неделе. Увидимся в следующий понедельник в это же время на канале «Россия-24 Башкортостан».